Добрый вечер. В эфире национальной вещательной компании «Саха» программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ситуацию у нас в стране многие эксперты оценивают как критическую. Дорожают товары и услуги, снижаются реальные доходы населения. Введенные санкции, они продолжают давить на нашу экономику, а ответные меры, они приводят к тому, что снижается конкуренция на товарных рынках, что, соответственно, сказывается на ценах. Жизнь постоянно проверяет нас на прочность. Зарплаты растут не так быстро, как цены в магазине, а доступные кредиты оказываются слишком дорогими. А в результате человек может оказаться в долговой яме, из которой, как кажется, нет выхода. Сегодня мы будем говорить о том, как выйти из личного финансового кризиса. Скажите, пожалуйста, вы ощущаете на себе кризис? Цены очень высокие. И так пенсионеру денег не хватает. А с такими ценами лишний раз подойдешь и уйдешь, ничего не купив. Да, работы нету совсем. Как-то в кредитах люди, и вообще и сама тоже, конечно. Мне кажется, такого нету. Это зависит от человека и от того, как он работает. Поэтому, если ты работаешь, то кризис. Цены у нас всегда повышались. Цены растут каждый раз. А зарплата что-то не повышается вообще. Кризис ощущают все, но не так страшен, как его малюют. Поскольку я в городе отвечаю за развитие территории, поэтому есть некоторые сложности у строителей, они их на себе испытывают. Люди стали более выборочны, избирательны по ценам. Они ищут где дешевле. Нет, потому что я предприниматель, и предприниматель, он ищет все выходы. Цены очень повысились на продукты, авиабилеты. Никакого кризиса нет, кризис в умах. Да, что-то привыкли ныть, жаловаться. Раньше привыкли к пособиям, ко всяким. Работать надо, и все будет нормально. Я сам не знаю еще. Я не понял до конца. Работаю в частной клинике, поэтому, и количество людей немножко, и, люди стали уже осмотрительно тратить деньги, я так думаю, да. И, не сильно, но все-таки частично какое-то дыхание кризиса есть, чувствуется. Запасься крупой, мукой, спичками. Все впрок, чтобы не ощутить кризис. Это серьезно? Шучу, конечно, но это традиция нашего народа такая. От каких товаров, услуг или продуктов вам пришлось отказаться? Вам и вашей семье? Много от всего, от фруктов в основном. От одежды, от украшений, наверное. В продуктах, на чем я экономлю, я уже деликатесы не могу себе позволить лишний раз. Я мать 6 детей, сама их подняла, вырастила, и поэтому я чувствую, когда плохо, когда хорошо. Мы от очень многих продуктов отказались. Сейчас в основном даже перешли на те пакетные супы, про которые мы забыли. Главное, чтобы войны не было. В эфире «Не пропусти главное». Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Уважаемые телезрители, вы тоже можете принять участие в нашем разговоре. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый вечер. Тайра Николаевна, так что же происходит действительно с реальными доходами населения? Какова динамика? Есть, наверное, какая-то статистика? Да, уже появляются некоторые определенные экспертные оценки. За последний год по статистическим данным известно, микрофончик, пожалуйста, возьмите. Известно, что бедных в России стало на 3 миллиона больше. То есть в настоящее время бедность России составляет в среднем 16%, до кризиса она была 13%. То есть если проводить сопоставление, то, скажем, в конце 90-х удельный вес бедных в России составлял 30%. И, конечно, все 2000-е годы у нас и номинальные, и реальные доходы населения росли. И понятно, что это сказалось, в общем, на качестве, на уровне жизни населения. Вот сейчас мы ощущаем, что доходы падают, и по некоторым оценкам реальные доходы населения сократились за последний год на 9-10%. Это учитывая то, что у нас практически не производится никакой индексации бюджетникам, запланированная индексация пенсии, она, в общем, незначительная, в следующем году будет всего на 4%, при средней инфляции в 13-15%. То есть, конечно, как показывает ваш опрос, люди чувствуют, и, в общем, кризис пока, конечно, задевает всех. Ну а как можно сказать, он сейчас находится на пике или нам еще чего-то ожидать вообще худшего? Мне нравится вообще, конечно, терминология, мы вышли на пик кризиса, хотя, конечно, некоторые экономисты говорят, что можно только падать на дно. То есть, в данном случае разные подходы. Но
конечно, с одной стороны, все предыдущие кризисы, то есть вот наша генетическая память, когда у нас был 98-й год, нам казалось, что все очень плохо, по-моему, что-то было в 2006-м, 2008-й, 2009-й, все равно вот как-то в России кризисы проходили за год-два. То есть в данном случае я не знаю, честно говоря, как эксперт, насколько он длинным будет и затяжным. Возможно, если, конечно, цены на нефть вырастут, то понятно, что он будет проходить быстрее. Но некоторые эксперты говорят о том, что, конечно, кризис может быть и затяжным, достаточно затяжным. Ну, вообще говоря, действительно, прогнозировать это дело такое не очень благодарное. Скажите тогда, что происходит сейчас вот с курсом рубля и почему он так падает? Ну, вот причины, потому что многие недопонимают. Ну, курс рубля, конечно, привязан к ценам на нефть, хотя, в общем, Центробанк, он в последнее время проводит такую политику, когда, в общем, рубль отвязывается от цен на нефть, собственно говоря. Но я считаю, что вот как экономист я вижу, что вот не индексация доходов денежных населения, не индексация социальных пособий, там, пенсий и так далее, это все-таки путь зажимания инфляции, то есть зажимания денежной массы, собственно говоря. А вот вы, как экономист, думаете, вот Центробанк, политику, которую проводит, у нас на сегодняшний день, конечно, не критикует Центробанк только ленивый, как вы думаете, он грамотную политику проводит или нет? Потому что есть экономисты, академики, там, например, Глазьев, он очень активно критикует Центробанк, говорит, что неправильно не поступает. Можно уважать всех экспертов, у всех, конечно, свой личный опыт, но дело в том, что как бы каждый кризис, конечно, он не похож друг на друга, на предыдущий, да, и как все генералы готовятся к предыдущей войне. И я, конечно, понимаю, что вообще, в принципе, конечно, быть ответственным за валютно-денежную политику в такой стране, как наша, это очень ответственно, очень сложно. И вот несмотря на всю ту критику, которая была, там, скажем, мы видели большие скачки, падение рубля перед Новым годом, потом отскок, постепенное выравнивание. Вообще денежно-кредитная политика — это очень серьезное, ответственное дело. И вот я понимаю так, что в Центробанке сменился, там пришел новый зам, который раньше занимался денежной политикой. Вот и как-то эта ситуация подравнялась. Вообще, в принципе, вот экономисты и финансисты, они, конечно, делятся. Вот денежники, те люди, которые занимаются деньгами, денежным обращением, это отдельные, очень редкие специалисты. То есть вот я не могу оценить политику Центробанка как провальную. Ну, в общем, люди выполняют свои задачи, я считаю так. Давайте послушаем. У нас уже есть первый телефонный звонок из Хангаги. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите. Алло. Добрый вечер. Да, говорите. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему богатейшая в стране республика, а уровень жизни такой низкий? Ну да, вполне. Вопрос такой, у нас огромное количество ресурсов, да, но, к сожалению, мы не очень богаты. Почему так происходит? Вот вопрос. Ну, я бы хотела сказать, что у нас все-таки такая страна, Россия, очень большая. У нас 2/3 территории — это север, официально отнесен по документам. Республика тоже север и часто экстремальный крайний север. Вот я лично, как экономист, конечно, считаю, что у нас очень большие расходы на отопление, на содержание населенных пунктов. И это все, что нам осталось от плановой советской экономики. Ничего с этим не поделаешь. То есть как бы реструктуризация, там, перемещение населения, закрытие там некоторых поселков, где, собственно говоря, очень тяжела жизнь, она не происходит, к сожалению. Ну и потом, конечно, нельзя забывать о межбюджетных отношениях, которые есть в Российской Федерации, потому что республика, она, соответственно, там распределение налогов идет таким образом, что у нас через федеральный бюджет осуществляется перераспределение в виде финансовой помощи, ну, различные виды бюджетов. И при этом я бы хотела сказать, что наша республика, она действительно получает довольно значительные федеральные трансферты. Мы на первом месте в Российской Федерации, вот с учетом всех наших климатических, там, региональных. Кыргызстан вроде бы на первое место вышел, нет? На душу? Нет, да. Давно не обновлял информацию. Понятно. Насколько я слушаю Зубаревич Наталью, вот эконом-географ, она говорит, что Якутия мы самые дорогие, мы самые большие. Ну, возможно, да. А как вы думаете, а вот такая политика, это межбюджетная политика, она справедлива с экономической точки зрения на сегодняшний день? Ну, есть всегда налог на солидарность, собственно говоря, не в одной системе, да, не бывает так, что богатые регионы не вносят какие-то деньги в перераспределение бюджетных там налоговых доходов по территориям Федерации. Конечно, так есть. Наверное, еще не забывать о том, что у нас такого производства большого нет. То есть республика у нас очень большая, количество населения очень маленькое, количество производств, ну, еще, то есть, да, мы добывающая республика, но, тем не менее, это количество производств не увеличивается.
хотя жаль. Но это спорно, потому что производства у нас были открыты в советское время достаточно на отдаленных территориях, и сейчас финансирование этих территорий приведет скорее к уменьшению как бы, стабильности в республике, учитывая даже экономические дотации. Но с постройкой моста, наверное, что-то изменится. Ну да, действительно, общая ситуация. Вы хотели добавить, да? Да, пожалуйста. Я не владею всей информацией, да, но известно не только мне, что в рамках ВСТО Россия заключила контракт с Китаем, по-моему, на 30 лет, и по условиям этого контракта ни одного рубля не будет попадать в бюджет республики. Как вы прокомментируете это? Ну, по аналогии с Алросой, да, от Алроса, от добычи алмазов мы получаем 20%, ну, когда-то наше правительство договорилось об этом. Я специалист в этой сфере, честно говоря. Насколько я сейчас знаю, контракт он как-то переносится по времени, то есть я думаю, что пока нам не стоит, наверное, обсуждать эту сделку. Будем надеяться, что она все-таки что-то принесет нашей республике, когда это будет реализовано. Эта тема, наверное, эта тема отдельная передача. Мы ее на самом деле планируем в ближайшем будущем. Да? Ну вот мы определили, Павел уже проговорил в начальных словах о том, что тема нашего сегодняшнего эфира – это как выйти из личного финансового кризиса. Тайра Николаевна, мы благодарим, конечно, вы такую хорошую нам картину обрисовали, ситуацию, очень все понятно, но ближе гражданам, скажем, населению, да? Вот что вы посоветуете как экономист в данной ситуации, как себя вести? Действительно, очень сложно, вот сейчас сложная ситуация с выплатой кредитов, действительно снижаются реальные доходы населения. За какую работу держаться? Как сберечь то, что имеешь? Вот самые такие простые... Как найти новые? Самые простые работы, самые простые советы, которые были еще вот до входа в кризис. Я всегда говорила своим друзьям, что надо держать свою работу, не надо тратить слишком много денег, и надо посчитать свои долги, собственно говоря, и сопоставить их со своими доходами. Собственно, и уже из этого делать определенные выводы. Жить посредством, вы хотите сказать, наверное. В том числе, да. Да. И вот как по поводу долгов, сейчас мы перейдем, да, к этой теме уже. Чуть попозже, да. Ну, по поводу долгов, вот, которые по кредитам возникают у людей. Да. Сейчас нет, наверное, ни одного человека вообще в обществе, который бы не имел ну, хотя бы одного кредита, а у многих их по нескольку. Да. И действительно сейчас ситуация складывается такая, что людям все труднее и труднее их платить. Все труднее быть очень ответственным и честным заемщиком. Как вы работаете с должниками, наверное, в этой ситуации? Какие-то новые методы работы, может быть? Расскажите, пожалуйста. Ну, как представитель Сбербанка хочу сказать, что с должниками Сбербанк – это основной кредитор нашего населения, да? И вся долговая нагрузка, которая вот есть, ложится на ее плечи. И в связи с этим мы предлагаем населению такие виды урегулирования, как реструктуризация долга. То есть мы как работали в этой сфере, так и работаем сейчас. Предлагаем всему населению, у которого имеется проблемность в выплате кредитов, реструктуризация. Здесь что подразумевается? Реструктуризация, в первую очередь, это изменение первоначальных условий кредита с целью облегчения долговой нагрузки. То есть, получается, мы можем предложить либо увеличение срока кредитования по потребительским кредитам на 3 года, по ипотеке, по кредитам залогам до 10 лет, либо предоставление отсрочки сроком на 1 год по потребительским кредитам, соответственно, и на 2 года по кредитам ипотеки. Полностью отсрочка освобождается? Нет, не полностью. Вот тут не надо. Да, да. Вот тут нюанс небольшой. Отсрочку предоставляет по погашению основного долга и по процентам. Но по процентам до 10%. Я какой перебью. Тут ведь какой момент? Основная эта часть как раз это проценты по банковским кредитам. Вот я свой личный пример приведу. Я плачу ежемесячно ипотеку 30 тысяч в месяц. 5 тысяч я отдаю свои кровно взятые деньги, остальное все идет в карман вам. Ну, понятно. Да. Собственно говоря, получается, основная это масса кредита. И проблема-то, если возникает, то не с погашением получается основного долга, а с процентом. Я понимаю. Тут надо смотреть саму суть вообще этой проблемы. Откуда вообще возникла, почему человек не может платить. Если он действительно потерял работу, да, предоставляется отсрочка по
погашению основного долга на 100% и по погашению по процентам до 10%. То есть в вашем случае, допустим, да, у вас 25 тысяч, получается, вы платите проценты. Конечно, да. То есть если мы предоставляем по ипотеке отсрочку на 2 года, в рамках льготного периода вы будете платить максимально 2500 по процентам. То есть до таких рамок можем пойти на уступки. Но не надо забывать именно то, что когда предоставляют отсрочку, вот эта сумма, на срок, который мы предоставили отсрочку, после закончания этого льготного периода, да, она раскидывается на оставшиеся месяца. То есть впоследствии растет. То есть у вас будет не 30, чтобы поправить свое финансовое состояние. А скажите, насколько должен быть проблемным клиент, чтобы вы с ним пошли вот на какие-то переговоры, на возможную реструктуризацию, на то, чтобы предоставить какие-то другие условия? Что должно произойти? Ну, клиент, который... У нас имеются же критерии, по которым мы можем провести реструктуризацию. Клиент, который, допустим, потерял работу, либо сидит по уходу за ребенком, отпуск по уходу за ребенком получил, да, либо в связи с болезнью, либо со смертью заемщика, либо созаемщика. В таких условиях банк идет на уступки и делает реструктуризацию. На тот случай есть страхование же? Страховая компания? Нет, вы тут не правы, потому что не всегда заемщики страхуют свою жизнь и здоровье. Это вот не обязательное условие, да, при получении это как бы, кредита? да, это не обязательное условие, это добровольное. И вот основная масса как бы не страхует. Те, которые перестраховываются, ну и не дай бог такие случаи бывают, что вот что-то случается, да, страховая компания возмещает. Снежана Пахомовна, вы, наверное, дополните. Ну, хочу вот дополнить коллегу, да. По страховым компаниям, по ипотеке у нас какие проблемы возникают? Вот именно клиент вначале, чтобы снизить процентную ставку, страхуется, но он не пролонгирует страховой договор. И тогда получается... Так, микрофончик, пожалуйста. И тогда получается, страховка это является одним из обеспечений по кредиту. Если, не дай бог, случился страховой случай, страховая компания берет на себя ответственность по кредиту, по погашению. Если это созаемщики, по созаемщику, например, 50% берет на себя страховая компания. Опять же, нагрузка меньше. И поэтому вот клиенты, которые не страхуют, они лишают себя такой возможности, как отработки страховой компании, чтобы снизить именно долговую нагрузку. И еще хотела бы сказать, что я как представитель Алмаз-Аргенбанка, Алмаз-Аргенбанк в 2015 году подписали стратегию, и по этой стратегии мы вплотную работаем с правительством и позиционируем себя как социально ответственный банк. И мы, например, вот в том случае по реструктуризации, я хочу сказать, что мы, не дожидаясь того, что заемщик выйдет на проблему, мы ему сразу предлагаем: подходите к нам, мы решим вашу проблему. Есть такое, что у человека есть больничный, да, не дай бог. Случился такой случай, что смерть близкого человека, потеря работы. Мы в этом случае предлагаем все: реструктуризацию, перенос даты платежа, тоже выплачивать, например, первые месяцы, реструктуризация у нас идет до 6 месяцев, мы даем время передышки для того, чтобы человек или нашел работу, или как-то восстановил свои силы и как-то вышел из этого кризиса, не углубляясь в глубину. И мы предлагаем ему рассрочку первоначального взноса, перенос даты платежа. Иногда мы увеличиваем срок кредита, уменьшаем сумму, платеж по кредиту. И в этом случае хотелось бы сказать, что с 26 октября по 25 декабря в Алмаз-Аргенбанке стартовала такая акция, как антикризис, по которому наши клиенты, которые потеряли работу, у них сложилась сложная жизненная ситуация, они могут войти в график или полностью погасить кредит, мы им прощаем пени и штраф. И вот такая акция у нас есть. Хорошо, давайте мы сейчас прервемся ненадолго, потом вернемся и продолжим наш разговор. Реклама на НВК «Саха».
В эфире «Не пропусти» главное, и мы говорим о том, как выйти из личного финансового кризиса. Вы хотели задать вопрос Да, сотрудникам вопрос банка? банкам. На период отсрочки договора кредитного, да, банк продолжает начислять проценты или замораживает Да, начисление? продолжается начисление процентов, а погашение основного долга переносится на тот период, на который мы договоримся уже с клиентом. Понятно. А вот у меня тоже вопрос, да? Вот, есть ли какие-то сведения вот, по сравнению с прошлым годом, увеличилось ли количество обращающих к вам за рассрочкой платежа? Всем ли вы разрешаете эту рассрочку? Ну, не намного, но увеличилось. Я не скажу, что мы всем предлагаем рассрочку. Мы находим какие-то выходы из создавшегося положения. И эти выходы устраивают и нас, и нашего клиента. И мы приходим к какому-нибудь обоюдному решению. То есть прежде чем передать дело в суд, вы обязательно сначала общаетесь с клиентом? Конечно. Общение с клиентом начинается с первого дня выхода на просрочку. И тогда мы уже, когда уже дело доходит до суда, мы уже точно знаем, какая проблема, хочет клиент решить эту проблему или не хочет, там уже работа уже сотрудников банка. Ну, то есть, конечно, надо же понимать, что банки — это не благотворительные организации, и никто не собирается вообще прощать эти долги, списывать их, и все равно, если проблема возникает, надо ее все-таки решать каким-то образом. Да. Хотя бы подойти к банкам и постараться поговорить. Татьяна Семеновна, вы представляете кредитный союз. Скажите, пожалуйста, вот люди вкладывают свои сбережения, и вообще, как можно говорить об инвестициях, да, вообще инвестировать во что-то, когда не хватает реально даже вот на самое необходимое денег? Идут к вам люди? Ну, на самом деле, людей идет больше, чем мы можем принять сбережений, да, потому что сейчас рынок ужался кредитный, поэтому мы должны просчитывать, какие объемы мы можем, в общем-то, переработать. Но дальновидные люди, которые не увлекались, вернее, кредитами, а смотрели в будущее и занимались инвестированием, у них всегда есть что вкладывать, и это надо продолжать делать даже в рублях, несмотря на все катаклизмы с курсом рубля. Мы сделали интересные расчеты, и оказалось, что с 1998 года, помните, когда была страшная девальвация рубля, 5-6 раз обрушение было курса рубля, тем не менее, если бы люди инвестировали этот период в рублях, в любом среднем, на любом банковском депозите со средней доходностью, то доходность за эти годы она в разы превосходит, если бы эти вложения лежали в долларах. Да? Поэтому все равно имеет смысл, несмотря ни на что, оставаться в рублевых активах с хорошей доходностью, но главное с абсолютной надежностью. Не гоняться за доходностью, всегда предпочитать надежность, и при этом все равно есть... А вы думаете, евро не ненадежная валюта, в смысле? Нет, или имеется доллар? в виду, валютные депозиты сколько дают? Сейчас дают порядка 3-4, У меня нет валюты, я как бы, да. Поэтому... А к вам сейчас увеличился поток вкладчиков или заемщиков? То есть банки же уже больше закрыли свои- вкладчиков. Стало Больше вкладчиков. У нас на пару пунктов выше, чем в банках. Да? И тем не менее, для людей это привлекательно, потому что они уверены в надежности. А число заемщиков увеличилось у вас тоже? Банки ужесточили свои требования? Число заемщиков, в общем-то, активность ниже, потому что вообще активность в период кризиса, она Наверное, снижается. тут и да, сотрудники в результате банка тоже этого. это Мы стоим на подтвердят, месте, что заемщиков мы не сейчас нет. увеличиваемся, не падаем, мы стоим на... А проблемные заемщики, они выросли или как бы остались Они такие же? немножко выросли. Не сказать, что драматически, но... Но вообще, в принципе, есть какие-то, по-моему, данные о том, что у нас в России, по-моему, только 20 или 30% людей имеют какие-то сбережения. А остальные семьи сбережений не имеют никаких. У нас тотальная финансовая неграмотность, к сожалению, населения. И
В общем-то, этим никто системно не занимается, ликвидацией этой неграмотности, да? Поэтому дело утопающих. Вот я бы хотела в руках сказать, что самих сейчас Министерство утопающих. финансов приняло программу повышения финансовой грамотности, и вот, конечно, она обсуждается, будет как-то вводиться, но со своей стороны я бы хотела сказать, что, может быть, кризис это тоже в определенной степени такой вот будет выученный урок. Поворотный пункт. Татьяна Семеновна, я Поворотная думаю, я точка. вот поняла, может быть, я думаю, что правильно поняла Веру Николаевну, что она имела в виду. Она же говорит, что 20-30% людей только имеют какие-то сбережения, а у остальных нет ничего. На что вы говорите, что это все от того, что люди финансово неграмотны. Да. То есть вы хотите сказать, что если бы люди были финансово грамотные, значит, у них сразу бы карманы наполнились бы Вы знаете, наличностью. они бы не увлекались до такой степени кредитами. Всё да? понятно. Они бы Да, более вот это. осознанно относились. А у нас вся страна же перекредитована. Почему? Потому что это просто сознание у наших людей. Если дают, то надо брать. Если дают без поручителей, то надо это все набирать. А почему бы и нет? Потому что... Нет, сейчас финансовая грамотность повысилась. Хотя бы у людей есть культура погашения кредитов. По поводу Естественно, финансовой грамотности повышается. в рамках социальной программы Алмаз-Аргенбанк проводит в школах, начинает проводить сейчас уроки финграмотности. Мы проводили уроки финграмотности среди студентов, и мы выходим с этой программой на школу 3-го поколения, чтобы, ну хотя вот это поколение как раз, оно и накопительство, это у них в крови сидит, есть у них такое, а расточительство это вот, ну, от 21 до 35, вот тот период, когда люди... Дети 90-х, которые выросли в бедности, которые Давайте послушаем наших телезрителей. У нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вот вопрос. Да? В этом году вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Как я поняла, по закону заемщик может объявить себя банкротом, если у него кредитные долги составляют не менее 500 тысяч рублей, а просрочка платежей не менее 3 месяцев. Я вот являюсь заемщиком Алмаз-Аргенбанка, и у меня вот такой вот вопрос. Для запуска процедуры банкротства необходимо подавать в суд? И, ну, вообще вот в Алмаз-Аргенбанке поступали ли такие заявления от клиентов? Спасибо. Очень своевременный вопрос, потому что как раз мы планировали перейти на эту тему. Давайте Действительно, начнем, вот наверное. 1 октября вступил в силу новый федеральный закон, которого граждане очень долго ждали. Но очень много вопросов возникает, понятное дело, новый закон. Давайте вот постараемся как-то разобраться в тонкостях этого закона. Ну, раз вам вопрос поступил... Давайте, наверное, вначале вообще обсудим, пожалуйста. что за закон и с чем он идет. Да. С 1 октября 2015 года глава закона о несостоятельности вступила в силу о банкротстве граждан. В отношении граждан может подать заявление о признании его банкротом кредитор, либо кредитная организация, в которой он занимал кредит, либо сам гражданин может обратиться в суд с заявлением о признании себя банкротом. Задолженность, как правильно указала наша телезрительница, должна составлять не менее 500 тысяч рублей и срок задолженности от 3 месяцев. В данном случае заявление подается в арбитражный суд. Вот у нас закон должен был быть принят 1 июля. Тут много обсуждали у нас в Госдуме, видимо, об этом, потому что первоначально говорили о том, что банкротством гражданина будет заниматься в федеральном суде. И в основном это будут заниматься судебные приставы-исполнители, так же, как и они до этого занимались взысканием с граждан физических лиц. Но потом вот пришли к тому выводу, что банкротством граждан также будет заниматься арбитражный суд. И там имеется 3 стадии банкротства. Первая стадия – это предоставление рассрочки платежа, реструктуризация задолженности, вот так же, как и банки сейчас предоставляют. Но, думаю, в этом плане будет выгоднее признать себя банкротом в том плане, что с даты введения процедуры банкротства в отношении должника прекращается начисление пеней и штрафов, кроме текущих платежей. И следующая стадия банкротства – это заключение мирового соглашения. Это уже тогда, когда была введена процедура, значит, конкурсные кредиторы должника, они на собрании решают, действительно ли возможно выйти из этой процедуры человеку, гражданину. И после этого составляют финансовый план вместе с финансовым управляющим, кредиторами и самим должником. Финансовый план должен быть составлен на период до 2 лет и может быть продлен до 3 лет.
То есть законом предусмотрена реструктуризация до 3 лет задолженности. Он может в этот период погасить свои долги. Вот этот год продления, думаю, связано с тем, что в период того, как в отношении должника введена процедура, могут быть выявлены другие кредиторы, которые захотят обратиться и которые не были включены в первоначальный план, то есть сумма задолженности у человека, гражданина, соответственно, увеличивается, и поэтому ему разрешено, ну вот законом, до 3 лет реструктуризировать свои долги. В случае же, если кредиторы и должник, а также назначенный арбитражный управляющий не пришли к такому мнению, что можно заключить мировое соглашение, либо признать завершенную процедуру банкротства при погашении в этот период, в отношении должника начинает течь процедура конкурсное производство. При конкурсном производстве это уже более жесткие меры, которые будут приняты к должнику. В основном это касается конечно ипотечного кредитования, так как в этом периоде с должника снимаются все аресты, и его имущество может быть передано на реализацию в счет погашения его задолженности. Таким образом, значит, конечно, первоначальное здесь будут у нас выигрыши банки, потому что в основном ипотечное кредитование берет в залог саму квартиру. Да, 80% от суммы реализации указанного имущества будет погашена в счет банка. Остальная сумма будет распределена между оставшимися кредиторами должника. Но думаю, что в данном случае процедура банкротства будет удобна тем гражданам, которые действительно имеют какую-то задолженность, и вот, как сказали правильно представители банка, они либо у них произошла потеря работы, либо у них какие-то еще личные кризисные обстоятельства, возможно, смерть какого-то созаемщика или еще какие-то непредвиденные обстоятельства, в связи с чем он не может рассчитаться со своими долгами. Ему будет выгодно войти в эту процедуру в период тогда, когда идет реструктуризация именно задолженности, то есть до 2 лет у него будет возможность того, что он будет оплачивать свои долги без начисления штрафов и пеней, кроме тех, которые называются текущими платежами. А текущие платежи – это только те платежи, которые возникли уже после введения процедуры банкротства. То есть на ту задолженность, которая была ранее у него, уже платежи по пеням и штрафам не начисляются. Ну, вообще, закон же, вернее, глава в законе, она имеет определенные подводные камни, например, оспаривание, возможно, оспаривание сделок должника. У нас в студии присутствует мой коллега, юрист, Вероника, пожалуйста. Здесь очень, на самом деле, жесткие требования, потому что, в отличие от юридического лица, если юридическому лицу просто достаточно представить перечень имущества, да, то здесь очень строго подходит к предоставлению достоверной информации. То есть, если хочу сразу обмолвиться, что для тех, кто очень интересуется данной главой закона, есть постановление от Пленума Верховного Суда, вышло оно 13 октября этого года. То есть на часть вопросов уже имеется там ответы, то есть Верховный суд попытался, так как, видимо, достаточно большое количество заявлений, даже по анализу нашего арбитражного суда республики, можно увидеть, что только 26-го, по-моему, там 3-4 заявления от физических лиц, как признать себя несостоятельными банкротами поступило, да, то есть процедура уже началась, и, видимо, предопределяя проблемы, которые могут возникнуть, уже есть разъяснение. И вот здесь постоянно практически, если мы данное постановление изучаем, говорится о том, что необходимо предоставить достоверную информацию о сделках, которые вы совершили в течение 3 лет, о наличии у вас того или иного имущества, то есть достоверная информация, потому что не предоставление достоверной информации влечет, во-первых, то, что у вас заявление просто могут не принять, ну а второй момент, с вас могут не снять долги. То есть такое тоже есть. То есть вот здесь нужно задуматься. Второй момент здесь вот, что касается, почему первоначально была общая юрисдикция, не очень понятно с имуществом. То есть понятно, что имущество в виде какого-то недвижимого имущества, которое в ипотеке, которое движимого имущества, это все понятно. А что касается, если у человека правда ничего нет? То есть, а вот здесь вот опять же возникает вопрос. То есть первое, это нужно оплатить государственную пошлину в размере 6 тысяч, зачислить денежную сумму в размере 10 тысяч, получается, на первую процедуру финансового управляющего, да, и дальше возникает вопрос, что также в постановлении, что если дальше у вас не хватает денежной суммы для даже оплаты процедуры действий финансового управляющего, то процедура банкротства прекращается. То есть вот как быть в этой ситуации, пока
вопрос остается открытым. То есть Ну, пока практики просто Пока нет, практики да? нет. Постановление пленума ответа на это не дает. То есть он как бы написали, чтобы финансовый управляющий вроде как не работал, да, потому что ну, невозможно погасить задолженность, но в то же время, а что тогда делать То есть, человек? по крайней мере, требуется 21 тысяча рублей, да? Ну, по крайней мере, на 10 оплату. тысяч, как минимум. 26 вы сказали, да? Ну, получается, 10 тысяч это на счет арбитражного суда, да, ну, финансовый И управляющий, арбитражному да. управляющему 6 тысяч это 20 тысяч. государственная пошлина, расходы, получается, на публикацию это 30 минимум тысяч. 1000 рублей. Ну, вот, получается, 10 тысяч. Давайте это послушаем начальное, да. телезрителей. Да, У нас есть начальное. звонок. Пожалуйста, говорите. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло. У Здравствуйте. меня вопрос к Яре Гавриловой. Вот за границей, например, цены поднимаются, скачут, все это полностью, на бензин, на солярку. А у нас почему-то вот всю дорогу вверх, вверх, вверх. Что же за экономика? Ну, Я такая вот у нас такой экономика. Возил, вот, евреев возил с Израиля. Возил также, вот в том году нам приезжал француз Бенинали, да? И они удивлялись, они говорят, как это так? Мол, это же свое. Я говорю, извините, говорю, вопрос не ко мне, там через переводчика. Это там у нас есть там господин, а мы здесь, как нам закажут цены, так и прыгают. Они удивлялись. Вот вы мне расскажите вот эту экономику. Почему у нас такая экономика? Они говорят, это своя же. Нет, почему она у нас такая? Можно я уже Вот отвечу? Понятно, да. Я Понятно, спасибо, вопрос понятен. Спасибо, да. Да, понимаете, да, вот естественно, да, я вот давно уже слышу эту фразу, вот что бы ни случилось там, как бы ни упала цена на нефть, как бы ни поднялась цена на нефть, у нас все равно вырастут цены именно в России. Но вот почему это так? Во-первых, потому что у нас экономика все-таки не конкурентная. У нас действительно очень низкий уровень конкуренции между разными хозяйствующими субъектами. Собственно говоря, у нас и малый бизнес как-то сворачивается, мы видим, да, и среднему бизнесу как-то не очень хорошо. То есть у нас не хватает достаточного количества производителей товаров и услуг для того, чтобы они конкурировали друг с другом на рынке. Потом у нас, конечно же, вот все-таки, в принципе, не выучена, не исследована, я считаю, экономика, вот эти потребительские ожидания. Да, вот я, когда начиналась программа, я видела о том, что люди опять, да, пошли покупать в прошлом году гречку, там, спички и так далее, хотя, казалось бы, это уже смешно, да, у нас есть какая-то генетическая память, да, то есть у нас вот при советской власти начали цены только расти, там, да, помаленьку, потом, вот я думаю, что это какое-то наследие психологическое 90-х отчасти, потому что мы, ну вот, путем там стимулирования спроса, вот это ажиотажа, мы так или иначе вносим какой-то вклад в рост цен. Но я считаю, что, конечно, экономика должна быть более сложной, в ней должно быть большее количество хозяйствующих субъектов. Необходимо, наверное, лучше работать антимонопольной службе. Тогда у нас будут как-то цены, наверное, колебаться, а не только идти вверх. Есть что, вопросы какие-то, нет? Давайте, наверное, вот вопрос, вы сказали про реструктуризацию. Да, вы вот, да, пожалуйста, да. да. Кстати, Вашего я прошу прощения, да. телезрителя. Но хочу сказать, что по WhatsApp мессенджеру давно уже ходит такая, вы можете уйти от кредитов, вы можете не оплачивать кредиты, есть такое, да, но это, извините, это бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Юристы мне подтвердят, да? После того, как признали вас банкротом в течение 5 лет, при обращении за кредитом вы должны обязаны уведомить банк, что вы являетесь банкротом. Да. Ну, допустим, какой ответ будет, вы, наверное, уже догадываетесь, какой, да, после этого будет в банке. Ложить вклады. Опять же, будут ограничения при выезде за границу. Такого не бывает. Потом, если бытует такое мнение, что до того, как признать себя банкротом, всю недвижимость переписать на кого-то, в течение 3 лет арбитражный управляющий имеет право аннулировать все сделки. Так что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Уж лучше обращайтесь к нам. Мы Ну вот, решим наверное, ваши проблемы. поэтому вот закону уже почти месяц, скажем так, да, и всего 3 заявления. Хотя, казалось бы, этот закон все очень много лет ждали и думали, что это решение всех их финансовых проблем. Ну, во-первых, это финансовые проблемы пока не решит. Банкротство вообще никогда не решало так уж кардинальные финансовые проблемы. Что касается заявлений по России достаточно много. Связана задержка по
подачи, я думаю, что с большой подготовкой требуется очень большой перечень документов, то есть по сделкам очень много справок о наличии тех или иных задолженностей, наличии недвижимости, выписка о том, что являешься ты недавним предпринимателем, не являешься, то есть являешься учредителем, соучредителем юридических лиц и так далее. То есть документации очень много, достаточно трудоемко подготовить эти все заявления. Одним из последствий является это того, что вы не можете в течение 5 лет занимать руководящие должности в юридических лицах. Что касается Да, извините, давайте мы сейчас прервемся еще раз коротко и вернемся, продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. Вы смотрите программу «Не пропустите главное». Тема нашей программы «Как выйти из личного финансового кризиса». Вероника Евгеньевна, пожалуйста. Продолжая данную тему, да, хочу сказать, что все-таки банкротство — это такая крайняя мера, потому что последствия, правда, необратимы, и очень нужно хорошо задуматься, то есть, учитывая предложение банка, стоит ли все-таки объявлять себя банкротом. Вот вы правильно заметили, что это крайняя мера, потому что вот как представитель банка я знаю, что и на досудебном этапе предлагаем людям реструктуризации, и на стадии судебно-исполнительного производства мы заключаем мировые соглашения. То есть смысл объявлять себя банкротом я не вижу. Смысла совершенно нет. Хорошо. Лучше эти расходы направить на погашение кредита, хотя бы части своих долгов. Добавить, что, на мой взгляд, если бы люди писали финансовый план не с управляющим, а сами и до этого, им бы потом не пришлось вообще накапливать долги и подавать на банкротство, это раз. А во-вторых, я считаю, что это все-таки деньги — это просто деньги. И нельзя считать, что если у вас очень большие долги, то жизнь на этом кончилась. В данном случае вот какие-то определенные процедуры вам, реструктуризации, банкротства и рассрочки и отсрочки вам позволяют с этой проблемой справиться. То есть жизнь на этом не кончается. Ну, давайте перейдем к теме, на чем же конкретно можно экономить. Вот последнее повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, оно было в июле этого года, но однако мы говорим о том, что реально эта заработная плата, она не растет. Скажите, пожалуйста, Оксана Дмитриевна, увеличилось ли количество тех, кто вот обратился за субсидиями? Добрый вечер. У нас на сегодняшний день по результатам 9 месяцев общее количество получателей субсидий является 27 200 семей. Да? Количество немного по сравнению с прошлым периодом сокращается, но при этом увеличивается количество впервые обращающихся. То есть если ранее обращались люди как бы больше с консультативными вопросами, да, могу ли я как-то, то сейчас человек приходит уже с пакетом документов. Вот я готов сдать документы на субсидию. Да? Есть 5 основных условий, да, по которым предоставляется субсидия. Это гражданство Российской Федерации, наличие постоянной регистрации, наличие документов оснований проживания, отсутствие задолженности или наличие договора о рассрочке долга и превышение расходов семьи на жилищно-коммунальные услуги больше, чем 15% от семейного дохода. И вот к вопросу, могу ли я, вы сказали, да? Вот, пожалуйста, объясните, как рассчитывается эта субсидия? Я вот, исходя из каких... если это возможно, да, показала бы более наглядно, чтобы было понятно. Да? У нас субсидия зависит от множества факторов. Да? Расчет, сразу говорю, он для всех индивидуальной семьи, потому что тратим мы на расходы ЖКУ по-разному, правильно? Доходы у нас у всех разные, количество прописано разное. Вкратце это вот примерно так. То есть зависит от того, какое жилое помещение, как оно отапливается, чем отапливается, какой у вас состав семьи, кто прописан, да? Какие вы несете расходы на жилищно-коммунальные услуги и какой у вас доход семьи за. При этом и, соответственно, от этих же факторов идет пакет документов соответствующих. В отношении жилого помещения предоставляются документы, подтверждающие право пользования. Это может быть свидетельство о госрегистрации, это может быть договор найма, это может быть договор социального найма. Да? В отношении состава семьи здесь нужны личные документы, которые есть у человека во владении. Это паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Расходы на ЖКУ, то есть это квитанции, которые подтверждают, что вы оплачиваете, несете своевременно, да, и справка об отсутствии задолженности или договор о рассрочке долга. И в отношении дохода семьи заявителя. Здесь все доходы, которые получает количество членов, прописаны. Это заработная плата, пенсия, алименты, пособия всевозможные. Да. В чем, как бы, над чем мы больше работаем? Да? Есть стереотип, что на получение государственной помощи нужно собрать очень много документов. Человек даже, ладно, не буду это все делать, да, на самом деле это все зря, потому что мы боремся с тем, чтобы как можно в рамках при
правовом поле сократить количество документов, которые человек должен предоставлять. Если это документы, которые находятся в распоряжении других органов власти, соцзащиты, департаменты занятости, пенсионный фонд, то мы запрашиваем сейчас в рамках региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. Там человеку не надо идти, отстаивать очередь и брать справку, мы все это берем сами. Да? Потом вот по справке об отсутствии задолженности. Мы с многими управляющими компаниями и поставщиками коммунальных услуг договорились на том, чтобы они в своих квитанциях, которые получает человек, содержала информация для агентства субсидий. Да? Она чисто информативного характера. То есть это освобождает человека от получения дополнительной справки, что у него нет долгов, потому что там уже полностью все содержится. Ну и в отношении дохода семьи, это вот, как я сказала, 2 НДФЛ. Опять же, если обращается к нам одинокий пенсионер, да, и доходом единственное является, скажем, ЕДВ на ЖКУ и пенсия, то все эти документы и справки мы запрашиваем сами. Тут дополнительно это в отношении пенсионеров? Это в отношении пенсионеров, да. На что я хочу обратить внимание, на какие виды жилищно-коммунальных услуг субсидируется, да? Это коммунальные, сюда входит отопление, холодная вода, горячая вода. Это жилищные услуги, техобслуживание, уборка двора. Это капитальный ремонт и плата по найму, так, найма вернее. И по частному сектору мы также субсидируем индивидуальное отопление, подвозную воду при наличии тарифов. Вот, это вот вкратце о том, что такое субсидия, как эта мера государственной поддержки, да, может помочь семейному бюджету. Кроме того, мы анализируем, почему человек не приходит к нам, да, по каким причинам у него отказ в предоставлении государственной услуги. Это вот либо несоответствие этим 5 основным условиям, да, потом все-таки у людей некий процент пассивности граждан, да, я не скажу, что он зашкаливает, да, но тем не менее, но это тоже может быть по объективным причинам. Сложно встать, собрать документы, это время, это вот для такой вот категории граждан, у которых нет времени, недостаточно времени, мы, например, очень много заполнили информационного блока на сайте, на портале государственных муниципальных услуг Е-Якутия. То есть человек, не выходя из дома, не выходя из работы, может, в принципе, ознакомиться со всей информацией. Причем там построено по принципу, человек узнает, что такое субсидия, рассчитывает себя предварительно, онлайн-калькулятор может воспользоваться как на центральное отопление, так и на печное, и уже потом в последующем воспользоваться данной услугой. Да? Кроме того, мы постоянно мониторим, вернее, актуализируем свой сайт. Если кого-то, кто-то не знает до сих пор, то можно в поисковике набрать агентство субсидий, откроется сразу ссылка на наш сайт. Там вкладка «Физическим лицам», что такое субсидия, какие условия могут быть, какие документы могут быть, да? Ну и основные условия, скажем так. Да? И еще дополнительно, какие мероприятия мы проводим на улучшение. Мы ввели с июля этого года единый телефон, по которому люди из разных уголков республики могут обратиться за вопросом. Да? 8 800 222 50 70. Да? Это тоже мы на своих информационных, по возможности, материалах это все публикуем, рассказываем. Мы всегда готовы консультировать людей, объяснять. И поэтому я бы хотела тоже вот до телезрителей довести информацию. Если раз, например, скажем, в прошлом году человек обратился, у него не получилась субсидия, скажем, да, то в этот раз у него может получиться, потому что прожиточный минимум немножечко растет, у людей больше оснований получается. Расходы у человека повышаются, да. Тут же прямая взаимосвязь, доходы, расходы. И вот. Но вот я хочу сказать, что мне понравилось, как один сказал, которого снимали, да, что кризис у нас в головах. Мы должны для себя понять, что в кризис можно делать карьеру, можно купить подешевле квартиру. Поворотный момент. Да, это возможен поворотный момент именно для вас. Кому война, кому мать родная, вы это хотите сказать, да? И поэтому я хочу сказать, не надо бояться кризиса, просто надо двигаться вперед. И в этом наш Алмаз-Аргенбанк помогает в чем? Мы повысили ставки по вкладам до 12,5 и снизили ставки по потребкредитам Елена до Гавриловна, 15,5. Елена Гавриловна, скажите, пожалуйста, а насколько удается, есть, наверное, такая статистика, цифры, экономить тем, кто установил счетчики у себя дома? Ну, сейчас обязывают всех для того, чтобы были счетчики в домах, в квартирах. Ну, насколько это выгодно?
Согласно федерального законодательства, конечно, все потребители должны получать коммунальные ресурсы и оплачивать их по приборам учета. Это уже всем известно. Но в кризисный год населению, чтобы свои расходы реально подсчитать, желательно, конечно, за воду, за горячую, холодную, за канализацию платить по счетчикам, экономить свои коммунальные платежи, каким-то образом на них влиять путем приобретения, например, водозаборной арматуры или, например, путем выбора даже своей как бы достойной управляющей компании. И чтобы у вас в строке оплаты за ЖКУ не появились там завышенные строки за техобслуживание, то же самое. И еще что можно посоветовать, например, вот энергосбережение, есть такое понятие, да, сейчас вот даже предмет ввели в школы, и даже школьники теперь уже знают, что нужно выключать свет. Спасибо. Спасибо. На этом мы заканчиваем. Я благодарю вас всех, уважаемые друзья, что вы пришли к нам сегодня в студию. Я думаю, что состоялся довольно полезный, интересный разговор. Смотрите нас на НВК онлайн, а также увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.